Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следователи раскрыли дело об убийстве в Алданском районе Якутии. Тело убитого, срезанной раной шеи, множественными ранами и кровоподтеками в области головы обнаружил случайный прохожий 9 мая. Подозреваемый в совершении преступления задержанным оказался 41-летний местный житель. В ходе допроса подозреваемый признался, что в ночь с 24 на 25 декабря прошлого года он выпивал со своим приятелем. Между ними произошла ссора, в результате которой он начал избивать потерпевшего. Он использовал в качестве оружия металлическую кочергу и шило, после чего ударил его кухонным ножом в шею. Тело потерпевшего на протяжении нескольких дней лежало в кладовой злоумышленника, после чего он перенес его в сторону ручья Незаметный. Сейчас мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование. Сотрудница администрации Сунтарского района задержана за покушение на хищение денег, выделенных в рамках республиканской программы по переселению граждан из ветхого жилья. По информации Следственного комитета по Якутии, в январе этого года она при получении возмещения на оплату жилого помещения предоставила протокол об утверждении размера возмещения за аварийные жилые помещения, который содержал заведомо ложные сведения об утверждении размера возмещения собственнику. Расположенная в селе Устье. Отмечается, что указанная сумма свыше 3 миллионов рублей была явно завышена. Согласно материалам дела, фактическая стоимость жилого помещения составляет 450 тысяч рублей. Как полагают следователи, преступные действия, направленные на хищение денег, не были доведены до конца по независящим от женщины обстоятельствам в связи со своевременным выявлением нарушений контролирующими органами. Бывшему начальнику исправительного учреждения предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии. По указанию начальника исправительного учреждения было изготовлено поддельное водительское удостоверение для осужденного, который ранее не имел водительских прав. Получив заверенную копию водительского удостоверения, осужденный в период с июля 2019 по март 2020 года управлял разными машинами за пределами исправительного учреждения и муниципального образования, на территории которого находится колония поселения. Мужчина был уволен с занимаемой должности. Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении, и в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование на данный момент продолжается. В Нерингре двое мужчин осуждены за хищение имущества с предприятия. Об этом сообщает прокуратура региона. В ноябре-декабре прошлого года они, работая в филиале одной из нефтегазовых компаний, имели доступ к товарно-материальным ценностям, хранящимся на складе базы производственного обеспечения. Неоднократно совершали хищение имущества предприятия, которое на служебном автомобиле вывозили за его территорию. В результате причинен ущерб на общую сумму свыше 500 000 рублей. На момент задержания они успели продать часть похищенного. Вместе с тем, в ходе следствия все похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Их приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В Мирнинском районе возбуждено уголовное дело за повторное нарушение алкогольного законодательства. Ранее 38-летняя местная жительница, работая продавцом в местном магазине, уже привлекалась к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции. За повторное нарушение антиалкогольного законодательства в ее отношении возбуждено уже уголовное дело. Мощная пыльная буря в среду нарушила жизнь в крупном городе Пакистана Карачи. Песчаную взвесь из пустыни принес шторм Туактая, за которым последовали проливные дожди. Циклон пришел на смену 2 неделям аномальной жары в регионе. Подробности в следующем материале рассказывает Анастасия Дмитриева. Мощная пыльная буря, за которой последовал проливной дождь, обрушилась на юг Пакистана во вторник вечером под влиянием циклона Тауктая, сообщили метеорологи. По меньшей мере 4 человека погибли в результате обрушения крыши при сильном порыве ветра в Карачи. В крупнейшем портовом городе страны вместе с песком в воздухе летали пакеты, обшивка зданий и прочий мусор. В некоторых районах нет света. С приходом циклона столбики термометров опустились на 8 градусов Цельсия, что приободрило жителей после аномальной жары. Последние 2 дня было очень жарко. Мы, продавцы, переживали из-за погоды, ведь рынки только открылись после Идаль-Фитра. Было очень жарко. Температура поднялась до 44 градусов Цельсия. Это было невыносимо. Жители Карачи не привыкли к такому. Теперь, слава богу, начался дождь. Но пыль в воздухе очень тревожит. Тропический шторм Тауктая будет терзать Карачи до конца среды, предупреждают синоптики. Из-за волн высотой до 8 метров власти попросили рыбаков отложить выходы в море. Шторм Тауктая сформировался в Аравийском море в выходные. Первым на его пути оказалось западное побережье Индии. Там его жертвами стали по меньшей мере 29 человек.
Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.